Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 30 апреля исполняется 90 лет Абхазскому радио. Мы продолжаем цикл передач, посвященных знаменательной дате. «Умный атом». Две специализированных класса Росатома открылись в Темыше и Ткварчале. Возрождая культуру виноделия, подведены итоги первого национального конкурса абхазских вин с общим призовым фондом в 2 миллиона рублей. Начнем с официальной хроники. Кабмин Абхазии принял постановление о создании республиканской призывной комиссии. Ее основная цель – проведение организованного призыва в вооруженные силы Абхазии и отправка призывников на службу по предназначению. В состав комиссии вошли представители Минобороны, МВД, Минздрава и Министерства просвещения и языковой политики. Первое заседание комиссии состоится 3 мая. Александр Анкваб призвал максимально объективно принимать решения по жилищной госпрограмме. Кабмину Абхазии представили отчет о выполнении программных мероприятий государственной целевой программы «Жилище-2022». Как сообщил на заседании правительства министр Руслан Аджба, за 2021 год было рассмотрено 83 заявления. 50 человек получили статус участника программы. На них было выделено 39 миллионов рублей. По факту потрачено 27 миллионов 800 тысяч рублей, так как не все участники смогли за 2021 год подобрать себе жилье. Премьер-министр подчеркнул важность программы и отметил, что от граждан поступают жалобы на ее реализацию. Кабмин принял программу мероприятий на 2022-2024 годы по реализации соглашений между правительством Абхазии и администрацией Краснодарского края о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве от 28 июля 2009 года. В рамках сотрудничества в Абхазии может открыться культурно-деловой центр Краснодарского края. Такая возможность обсуждалась на встрече министра сельского хозяйства Беслана Джопо с губернатором Кубани. Предложение об открытии центра внесено в МИД республики. Кроме того, Кабинет министров Абхазии принял постановление о представлении президенту Республики Абхазия предложения о заключении соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Документ, в частности, предполагает, что стороны взаимно признают и приводят в исполнение решения судов, которые вступили в законную силу, и решения международных коммерческих арбитражей по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности. 30 апреля исполняется 90 лет Абхазскому радио. Вопрос организации юбилейных мероприятий премьер-министр Александр Анкваб накануне обсудил с руководством Абхазской гостелерадиокомпании. Генеральный директор АГТРК Ирина Аграба ознакомила премьер-министра с планом мероприятий, включающих в себя специальную фотовыставку в Центральном выставочном зале, отражающую историю развития национального радиовещания и торжественную часть, которая состоится 29 апреля в Абхазской госфилармонии. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась фотовыставка «Говорит Сухум», посвященная 90-летию Абхазского радио. Экспозиция собрала более 50 фотографий разных периодов, документы, а также использовавшиеся в те времена диктофоны, кассеты и другие технические приспособления. Мероприятие посетил вице-президент Бадра Гунба, нынешние сотрудники и ветераны радио, интеллигенция. Выставка продлится до 30 апреля. 29 апреля назначен концерт в филармонии имени Раждина Гумба и встреча журналистов со студентами АГУ. Специальный репортаж об этом смотрите в рубрике «Амшахтес». Мы продолжаем цикл передач, посвященных знаменательной дате 90-летию Абхазского радио. Этот выпуск называется «Апсат Гелабжи». Это проект Абхазского радио, которому исполнилось 30 лет. Впервые он вышел в эфир в 1991 году и был создан специально для представителей абхазской диаспоры за рубежом. А эфираджы Апсва радио.
Иарбанзаалак аҳәынҭқарра ҵаҵӷәыс иамоуп аҿахәы зҳәо арадио, телехәаԥшра, газеҭқәа, амассатә хархәагатә хеилагәқәа, анаука, урҭ зегьы аҳәынҭқарра иашьақәатәуп. Аԥсуа радио ианышьақәгыла инаркны еснагь аусуратә ҳәаақәа рыҽдырҭбаауан, лассы-лассы иаларгалон еиуеиԥшым ахырхарҭақәа, иазыӡырҩуаз рхыԥхьаӡара еиҳа-еиҳа изҳауан. Аамҭаказы аԥсуа радио уарлашәарла акәзаргьы абжьы раҳауа иалагеит амҳаџьырра иахнагаз ҳажәлар. Џьамал Харани Адани ԥсаҭа бзиахар. Уи Аԥсныгьы даанадцахьан ажәеинраалақәа иҩуан, Аԥсны даара бзиа ибон, арахь аимадара ӷәӷәақәа иман. Убри саб диҭаауан лассы-лассы. Саргьы схәыҷын усҟан. Абри раԥхьаӡа аӡбахә ансаҳа аԥсуа радио. Аԥсуаа радиогьы рымоуп ҳәа абас ишиҳәоз убра ажәҩан исаҳаит, аԥсуаа радио шԥырымоу усҟан Аԥсны ыҟоуп, аԥсуаа ыҟоуп ҳәа сиалыздраауеит, ҩаҟа шықәса схыҵуазаргьы алон. Цқьа сгәалашәаӡом, аха схәыҷӡан зынӡа. Абри арадио иабарымоу, абри структура џьара ирымазар ҳәа ус сгәы иаанагеит. Раԥхьа иансаҳа, нас усшәа избанзар Аԥсны аӡбахә сыздырӡом, исмаҳаӡац, иҟоу иҟам сыздырӡом, иалыздраауеит Аԥсны радио ҳәа. Усҟан Окта иаҳаз ажәабжь рацәаны азҵаара исцәырнагеит. Уи нахыс иара еиликааит Ҭырқәтәыла еиԥш ибызшәа зҳәо Аԥсны аԥсуаа шынхо. Передачу «Апсадгил Абжи» Фаины Мато и Виолы Кукоскир к 90-летию Абхазского радио смотрите после выпуска новостей. Вечер памяти героя Абхазии, кавалера ордена Агдзябша первой степени, государственного и военного деятеля генерал-лейтенанта Султана Сосналиева состоялся сегодня в Государственном музее боевой славы имени Владислава Ардзинба. Репортаж об этом событии смотрите в нашем эфире в пятницу 29 апреля. Проект «Биографический салон» – место встреч, где мы рассказываем вам истории людей, переживших Отечественную войну народа Абхазии. Продолжает свою работу на Абаза ТВ. Сегодня в гостях салона ветеран Отечественной войны народа Абхазии, известный абхазский ученый Борис Лазба. Война для Бориса Лазба, как и для многих его соотечественников, стала водоразделом, событием, разделившим все на «до» и «после». Но в отличие от многих, на тот момент он предчувствовал войну и считал ее закономерностью. В то время я учился в Москве и приехал домой. Ситуация была неоднозначная. В общем-то, было понятно, что война начинается. В частности, друзья мои, ребята из Грузии, которые вместе со мной учились, постоянно намекали, что война будет. Примерно такой разговор был. Вот я хочу купить машину, как ты думаешь, смогу я перевезти ее из Абхазии в Грузию? Я отвечал так несколько хитро-наивно, говорил, через Абхазию я тебя провезу, а дальше смотри сам. Тогда ситуация была достаточно сложная, вы помните, кто интересовался, и в самой Грузии было сложно, и в Абхазии, в общем, могли по-разному поступить. Вот это время было очень сложно чисто психологически. И, собственно говоря, может, это мое ощущение личное такое, но когда объявили, что началась война, у меня какое-то такое спокойствие наступило, ясность. Не в смысле спокойствия, что, слава Богу, война, а в том смысле, что теперь ситуация ясная. Понятно, что делать и как делать. И вот с того времени начинается совершенно другая жизнь. Биографический салон с Борисом Лазба смотрите в нашем эфире.
Информация Минздрава. Гудаутская ЦРБ, бывшая во время пандемии главным ковидным центром Абхазии, возвращается к штатному режиму работы. По словам министра здравоохранения Эдуарда Будбы, сейчас в инфекционном блоке госпиталя находится всего 5 пациентов. Но расслабляться не стоит. Коронавирус не ушел, поэтому пункты забора ПЦР-тестов в республике продолжают свою работу. Сдать тест можно в Сухумской инфекционной больнице и во всех ЦРБ страны. Министр здравоохранения Эдуард Будба поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником. Глава Минздрава посетил станцию скорой помощи Сухума и лично поздравил коллектив. Главврач станции Аслан Джопо поблагодарил министра за теплые слова. Он отметил, что гордится своим коллективом, и они готовы впредь без устали помогать жителям республики. За 2 года распространения коронавирусной инфекции в Абхазии Сухумская станция скорой помощи совершила 18 тысяч выездов. Днем работника скорой медицинской помощи вы колоссальный объем работы выполняете и по пандемии, и просто по городу. Когда ездите, спасаете жизни, от вас во многом зависит судьба человека. Я просто искренне хочу вас поздравить с праздничком и сказать вам просто человеческое спасибо. 2 специализированных класса Росатома открылись в Тымыше и Ткварчале. Эти современные классы созданы в рамках программы «Школа Росатома» на средства Российской госкорпорации по атомной энергии. Классы оборудованы всем необходимым для лабораторных и классных занятий по физике, математике, информатике. В торжественном открытии приняли участие представители Росатома во главе с Джумбером Ткибучава, а также министром просвещения Маналом Габле, министр обороны Владимир Ану, депутат Народного собрания Резу Зантаря, председатель Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава. Подробнее Надежда Боровикова. Визит почетной делегации представителей Росатома в Тамыш начался с возложения цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Затем гостей принимали руководство и ученики Тамышской средней школы имени Гулия. Министр просвещения Инал Габле вручил представителям атомной госкорпорации дипломы и памятные подарки, а директор школы Эмма Закарая поблагодарила Росатом за включение Тамышской школы в программу «Школа Росатома». Спасибо, что мы попали в этот проект и что наша школа с такими большими традициями, с большой историей получила еще одно вот такое удовольствие. С открытием атом-класса тамышцев поздравила руководитель проекта «Школа Росатома» Наталья Шурочкова, а также директор по правовой и корпоративной работе концерна «Росэнергоатом» Беслан Барганджа и первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям Джумбер Ткибучава. Это организация, это двигатель экономики сегодня Российской Федерации. Росатом, вы, наверное, знаете, это щит не только по некоторым делам, о которых не так много говорят, но это энергетический щит России. А то предприятие, где мы вот с Бесланом являемся заместителями генерального директора, это организация, которая эксплуатирует все российские атомные станции. Их на сегодняшний день у нас 11. 36 энергоблоков. И где-то каждая 5-я лампочка, если будете в России, в любом месте, вот где загорится свет, считайте, каждая 5-я лампочка вырабатывается российскими атомщиками. То есть вот мы с Бесланом тоже там имеем кое-какое отношение. Я не хочу говорить о том, что эта школа была и моей школы нет. Я учился в Сухуме, но здесь прошло мое детство. Здесь мои друзья, мои братья. Я рад тому, что атом-класс открылся именно здесь, в Тамышской средней школе. И не потому, что вот у нас вот именно такое отношение, именно как к Ремлику, потому что, во-первых, это должно было быть в сельской школе, потому что мы открывали уже и в Петуньке открывали атом-класс, и в Сухуме открыли атом-класс, но сейчас в Тамыше еще у нас квартира. И мы реально понимаем, что, конечно, не все, этот атом-класс, он ориентирован действительно на углубленное понимание физики, математики, на эти вот прикладные науки, но
Мы хотим, чтобы дети имели возможность проявить себя именно здесь. И если это будет в сельской школе, это дважды приятнее и дважды лучше. Ученики Тамышской школы имени Гулия организовали небольшой концерт для почетных гостей. Играли на национальных инструментах, рассказывали стихи и танцевали. Затем состоялась торжественная церемония открытия класса. Все атом-классы оборудованы мебелью-конструктором, мобильной компьютерной станцией с ноутбуками, интерактивной сенсорной доской, а также всякого рода учебными и дидактическими материалами для углубленного изучения физики, математики и информатики. Еще раз хотим вместе с коллективом Тамышской средней школы имени Дмитрия Гуля поздравить наших детей, всех детей района, не только Тамышской школы, потому что это праздник для Чемчирского района в том числе. Дети из Кындырской, Дюбжинской, Чеканской, Лапырской, Хутолской школы будут иметь возможность на ближайшие школы, которые здесь располагаются, приходить сюда и заниматься по предметам физики, математики, химии, информатики. Мы будем повышать квалификацию наших педагогов, чтобы этот класс действительно был достойным такого замечательного оборудования. Такой же атом-класс открылся в Ткварчалской второй средней школе имени Воронова. Теперь в Абхазии работают 5 таких классов. 2 в Пицунде, 1 в Сухуме и по 1 в Ткварчале и Тамыше. Все больше абхазских школьников становятся частью большой семьи школы Росатома. С 2018 года в сети атом-классов ведется публичный рейтинг, учитывающий активность детей и педагогов. По итогам года лучшие ученики могут получить путевки на международные умные каникулы, программы культурного обмена и ежегодные атом-встречи, проводимые корпорацией Росатом. Работая с атомом, пусть удается высот достигать, удивляя народ. Пусть счастье вам мило, светло улыбнется, чтобы двигаться всем только смело вперед. Надежда Боровикова, Сосрыку Агуха, Абаза ТВ. Министерство просвещения и языковой политики Абхазии и Белгородский государственный технологический университет имени Шухова объявляют набор абитуриентов, желающих поступить в БГТУ. Желающие поступить должны явиться в Министерство просвещения и языковой политики для заполнения анкеты. Обучение проводится на бюджетной основе. Необходимые документы: фото 3×4, копия свидетельства о рождении, копия свидетельства о рождении одного из родителей, оригинал документа об образовании, копия паспорта Республики Абхазия и Российской Федерации. Более подробная информация на сайте БГТУ. Поэт Вахтанг Абхазов вновь избран председателем Союза писателей Абхазии, сообщается в пресс-релизе организации. Выборы состоялись накануне в рамках 14-го съезда Союза писателей. На голосование была поставлена одна кандидатура. Абхазов был избран подавляющим большинством голосов. Секретарем Союза писателей избран Даур Начкебе. На съезде утвердили и редакторов журналов «Алашара» и «Амцабс». Ими стали по-прежнему Анатолий Лагула и Инна Хашба, соответственно. В заключение работы съезда было принято обращение писателей Абхазии к общественности страны. Расширенный репортаж с 14-го съезда писателей Абхазии смотрите в авторской передаче Алхаса Чхамаля в нашем пятничном эфире. Первый конкурс академических вокалистов Алисы Гицбы состоится в Сухуме в октябре. Мероприятие пройдет при поддержке правительства и Министерства культуры Абхазии. Председатель жюри, народная артистка Абхазии, заслуженная артистка России, солистка Московского театра «Геликон опера» Алиса Гицба. В конкурсе могут принять участие студенты музыкальных вузов и средних учебных заведений, а также профессиональные певцы. Возраст участников от 18 до 45 лет. Подведены итоги творческого конкурса «Библиотека в моей жизни», приуроченного к столетию Национальной библиотеки Абхазии. В нем приняли участие учащиеся старших классов, а также студенты АГУ. О тех, чьи эссе, рассказы, стихотворения удостоились призовых мест, расскажет Анастасия Никонова. Творческий конкурс «Библиотека в моей жизни» был объявлен в июне 2021 года. Главным его условием стало написание эссе, очерка, стихотворения либо рассказа о роли книги и библиотеки в жизни человека. Директор Национальной библиотеки Борис Чулари отметил, что конкурс инициировала главный методист книгохранилища Виолетта Иванба, которая более 60 лет своей жизни посвятила работе в различных библиотеках страны. Поэтому автором этого проекта является человек, который всю свою жизнь, более 60 лет, это только в Чемчинском районе она в библиотеке главной проработала,
Последние годы, лет 30 была директором Центральной библиотечной системы. После войны грузино-абхазской она возродила многие сельские библиотеки, восстановила, сделала замечательную современную библиотеку. Когда она оказалась уже в Сухуми, долго мы ее уговаривали, но она согласилась прийти к нам. Человек, знаете, с удивительной инициативой, с мышлением. Вы сегодня убедитесь в этом. Автор конкурса Виолетта Иванова отметила, что принять участие в нем могли учащиеся 9-10 классов, а также студенты Абхазского госуниверситета. Посвятили конкурс столетию Национальной библиотеки Абхазии. Работ пришло немало, но строгое жюри определило лучшие творческие заявки. За этот период мы получали работы от учащихся старших классов города и от студентов нашего АГУ. И вот сегодня мы собрались с вами, чтобы подвести итоги данного конкурса. Книги, они всегда сопровождают человека. Это сказки, которые читают родители детям, это художественная литература, это учебная и научная литература и другие. Библиотека – это не только книгохранилище, это сокровищница богатств человеческих мыслей. Именно ей библиотеки и были посвящены работы молодых людей. По мнению жюри, 3-е место заняла ученица 3-й средней школы столицы Вероника Зазян. 2-е распределили между Бесланом Габеле и Диной Кискири. Победителем нашего конкурса стала студентка филологического факультета АГУ Баба Диана. Роман «Последний из ушедших» и денежное вознаграждение в размере 3000 рублей. Узнала я об этом вообще случайно, это было лето, и я листала ленту социальных сетей, и я думаю, что это служит замечательным примером того, как современные технологии могут служить опорой для библиотеки. Ведь в наше время библиотека – это то место, которое незыблемо. Это тот храм науки, в который каждый из нас обращается хотя бы раз в жизни. И мне очень приятно было слышать о том, что я действительно, мое сочинение не затерялось, оно действительно дошло, и когда я увидела, когда Виолетта Элизбаровна, она когда пришла в университет, когда они стали меня разыскивать, это было так трепетно, это было так здорово, когда в наше время все по-настоящему уважают, ценят друг друга и хотят помочь, хотят научить чему-то, и это по-настоящему чудесно. Большое спасибо за предоставленную возможность. Работы победителей будут включены в сборник «Славный путь длиною в жизнь», посвященный столетию Национальной библиотеки Абхазии. Анастасия Никонова, Инала Гухава, Абаза ТВ. Туризм и рейтинги. Сухум стал самым недорогим направлением для майского отдыха у россиян. Как сообщает спутник Абхазии, сервис бронирования жилья Twill.ru определил, в каких городах и на каких курортах можно дешевле всего отдохнуть в мае. Самым бюджетным направлением стала столица Абхазии. Туристы бронируют жилье в Сухуме в среднем за 573 рубля в сутки. И планируют провести здесь около 16 дней, отмечает турсервис. Ранее абхазский курорт Гагра вошел в 5 популярных городов для путешествий на майские праздники. Возрождая культуру виноделия. Подведены итоги первого национального конкурса абхазских вин с общим призовым фондом в 2 миллиона рублей. Участники оценивались в нескольких категориях. Красные вина, белые. Отдельным призом отмечены полусладкие вина. Также вручен гран-при за лучшее вино вне конкурса. Его обладателем стал Саид Званбай, получивший денежный приз 1 миллион рублей. Церемонию, прошедшую на столичной ГУМе, посетили сотни гостей. В их числе руководство страны, глава администрации президента Алхаз Квицыня, первый вице-премьер Беслан Джопо, спикер парламента Лаша Ашуба, вице-спикер Астамур Аршба. Побывала на торжестве наша съемочная группа. Смотрите репортаж Иланы Казанба.
Когда мы говорим о культуре и обычаях нашей страны, культура виноделия всегда занимает свое совершенно особое и неконкурентное место. Настолько прочное изготовление и потребление виноградного напитка вошло в традиции абхазов. К виноделию наши предки относились с особым почтением. Не изготовлявший и не имевший пары тонн вина в запасе хозяин уважением не пользовался. Сегодня эту традицию сажать виноградники, производить вина пропагандирует компания «Вина и воды Абхазии». Крупнейший экспортер алкогольной продукции республики стимулирует местных виноделов практиковаться и совершенствоваться. Кавказ, соответственно, Абхазия один из центров возникновения виноделия и виноградарства в мире. Их всего два. Мы и Персия. Нам очень хотелось провести этот конкурс по многим причинам. И одной из них является именно то, что мы должны помнить, что мы одна из родин виноделия в мире. Это очень важно, очень почетно, и надо как-то этому пытаться соответствовать. Кроме того, естественно, целью конкурса, конечно, было выявление наших коллег, людей, которые добросовестно занимаются виноделием, которые хотят и уже умеют делать настоящее вино, что очень важно. Одного хотения здесь, к сожалению, не всегда хватает. Нам хотелось напомнить, вернее, поделиться друг с другом древними знаниями, да, о виноделии, виноградарстве нашей республики. Кому-то рассказать о каких-то новых методах, новых знаниях в этой области, потому что ничего не стоит на месте, все двигается вперед, и на самом деле виноделие во всем мире за последние 30 лет, 40 лет сделало огромный скачок, и нельзя оставаться только на позициях каких-то наших старых знаний исторических, да, надо двигаться за этим. Я думаю, что мы вот, когда посмотрели уже в глаза за эти дни друг другу, пообщаемся и будем дальше думать, как нам формализовать, наверное, наши отношения, нашу возникшую дружбу, и постараемся вот как-то перейти на вот такие, на современные, на новые рельсы. Организаторы конкурса, в числе которых знатные винные эксперты, компания «Амобайл», представители культурно-деловой платформы «ГУМа», к делу подошли со всей ответственностью. 2 месяца они ездили по селам и городам страны, отвечая на каждую поступившую заявку, а их было более 100. Таким образом, к итоговой дегустации отобрали 38 вин. Среди них вино Алхаса Кварацхелия из села Дурипш. 15 лет мы занимаемся винами в селе Дурипш. Сорт Аджуриши. Сейчас вот мы хотим заново насадить, подсадить. А так вот строим Магарач. Делаем все как положено, хотим. И мы рады сегодня, то, что они нас пригласили сюда. Вот, организаторам большое спасибо. Участникам всех, я сегодня здесь всех приветствую. То, что есть моменты, которые мы не знаем. Да, и сегодня мы хотим увидеть те моменты, которые как на дегустациях прошли, и уверен, что дай Бог, чтобы каждый второй мог такие вина делать, и в Абхазии, чтобы оно процветало. Виноделие совершенно несправедливо считают занятием мужским, говорит конкурсант Амра Бея из Нижней Эшеры. В год она сама делает не менее 800 литров красного вина. 18 лет этим занимаюсь. Вообще я любитель вина. Вино делаю, чачу делаю. Лет 20 уже, как я делаю это вино. Мне очень интересно. Здесь все я люблю. Белое, красное. По-абхазски говоря, вино обязательно должен иметь абхазские женщины. В церемонии награждения приняли участие представители руководства страны. Свое приветствие передал глава государства Аслан Джания, в эти дни находящийся в Москве с рабочей поездкой. Участие в конкурсе – прекрасная возможность для молодых виноделов заявить о себе, а опытным виноделам показать свое уникальное мастерство. Уверен, проведение национального конкурса абхазских вин имени Николая Батовича Ачба
станет доброй традицией. Желаю организаторам и участникам удачи и новых побед. Президент Республики Абхазия Аслан Джани. Поддержали конкурс и в Министерстве сельского хозяйства. В категории «Белые вина» третье место занял Хаджарат Квициния, второе – Денис Амичба. Золото присудили виноделу Нукзару Ашуба. Я, конечно, не профессиональный винодел. Это пенсионное хобби. Давно этим занимаюсь. Это вот парламентарии меня научили. Это было как бы отдушина для себя. Меня втянули в это дело великая семья Ачбовская. Я дружил с отцом Ники Владимиром. Я с Никой общаюсь очень близко. Валерием Борисовичем. Мои учителя, вот Саид, вот здесь вот Ачба. Я пример беру всегда с Алхаса Аргун. То есть я у младших учусь, потому что они настоящие профессионалы. В категории «Красные вина», пьют которые в нашей стране однозначно чаще и больше, бронза у Адамыра Ахба. Серебро взял вновь Нукзар Ашуба. Победу в указанной категории одержал Сергей Гадлия. Очень хорошее начало. И надеюсь, что в будущем этих участников и вин будет гораздо больше и гораздо лучше. Всем огромное спасибо. За третье место участникам вручили 50 тысяч рублей. 150 получили серебряные призеры. Победители категории удостоены денежного приза 300 тысяч. Отдельным призом награжден Саид Ладария за лучшее полусладкое вино. 100 тысяч рублей Министерство сельского хозяйства вручило виноделу Хаджарату Квициния за лучшее образцово-показательное виноградное хозяйство. Также организаторы конкурса учредили гран-при в размере 1 миллиона рублей. Его обладателем стал Саид Званбая. Илана Казымба, Инала Гухава, Абаза ТВ. Спорт. Очередная победа юного спортсмена из Абхазии. Нестор Цужба стал победителем турнира российского теннисного тура, который прошел с 25 по 28 апреля в Краснодаре. Наш теннисист выступал в возрастной категории 13 лет. Тренирует спортсмена директор Республиканской теннисной школы Абхазии, мастер спорта Абхазии по теннису Элизабет Акуция. Отметим, что в минувшие выходные в Краснодаре Нестор стал победителем турнира выходного дня российского теннисного тура среди спортсменов 9-10 лет. Часть Гагрского района на несколько часов останется без света в пятницу, 29 апреля, сообщает Черноморэнерго. В связи с проведением ремонтных работ с 11 до 15:00 будет отключена воздушная линия Гагра. Без электроэнергии на это время останутся подстанции Гишрипш, Цандрипштяга, Холодная речка. В завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу, 29 апреля, в республике ожидается переменная облачность. Местами ночью и утром возможен туман с моросью. Температура воздуха ночью от 8 до 13, днем от 13 до 18, температура морской воды 12 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи!